Григорьевич тоже отдыхает. Приехал отдыхать. Спим. Снаружи такой снег идет, небольшой такой ветерочек. Сейчас выходил, все вещи просто завалены, короче, снегом. Все это нужно сегодня откапывать, ставить баню, палатку нужно двигать, переносить. Сейчас ветер у нас меняется на северный и будет уже вот каждый день северный. Я тут, короче, подумал, вообще, может, мы палатку сейчас немножко туда поглубже перетащим, где чебаки клюют, сороги. Потому что сегодня-завтра клев будет все равно не активный, но он будет такой, более-менее такой вялый будет. А потом, в следующие дни уже так прям начнется прям самая мясорубка, так скажем. Я тебя поймал, гаденыш. Да не, маленький окунь, оказывается. Это вот который плавал? Да. Он выглядит просто, оказывается. Да. Камеру большим. А так он, ну такой, нет, сказал, что крупный. Иди. Ну, если пролазит, да, там, вон. А? Пролез вон. Ну, маха пролез. Все, сейчас завтракаем, рыбачим. И потом начинаем делать какие-то дела делать. Сегодня ветер у нас останавливается потихоньку. Нам надо немножко дров будет привезти, палатку двинуть. Пойду проверю все-таки прорубь под телефоном. Ага. Да. И сегодня буду пытаться его вытащить дубль 2. Ну вот, друзья, наш день начинается с того, что мы сейчас опять, как всегда, начинаем манипуляции с палаткой. Потому что, посмотрите, вот, мы сейчас все разместили на наши спальники, убрали все, что падает. Полы у нас вообще вот под печкой, прям вот прогноз очень сильно. Там уже вода, тут вода. Палатка, между прочим, начала оттаивать. Вот, прям вот она была замерзшая вся по краям. И вот эта вся влага начала скапливаться вниз, в сам гидропол. Палатка, как знаете, с гидрополом. И сейчас тут по гидрополу гуляет очень много, большой объем воды. И когда мы сейчас начнем тащить палатку, вся эта вода будет хлестать туда-сюда и пытаться куда-нибудь деться. Но деваться и некуда, она находится в гидрополе. Сейчас мы пойдем посмотрим место, куда мы будем перетаскивать палатку и переставим. Вот так у меня она оснащена. Это дополнительная дверь от ветра. Она вот здесь просто пришита веревочками к различным петелькам, которые есть. Видите, вот начинает таять. Температура всего лишь 10 градусов. Очень тепло для Якутии. Григорьевич что-то делает, тут пыхтит. Григорьевич, ну как? Нормально? О, 20 лет. Лет давно лопата не работал. 100 лет курения. Вот что о себе дают знать. Пару этих бросил. Ты давай не лопату сильно не работай, а то не дай бог еще придется тебя увозить куда-нибудь. Вот. И это. Лямка оторвалась. В прошлый раз хотели дернуть. Мы ее начали передвигать, палатку. Но это видите, как пургует. Вот хоть я и прячу все за палатку, но все равно заметает. Страшно вон. Вот эти сани, все заметено. Здесь у нас где-то закопана рыба. Ее надо будет откопать. Будем перетаскиваться. Вон там у меня закопаны вещи уже
сколько, недели уже лежат. Сегодня в планах еще баньку поставить, помыться. Ветер уже должен стихнуть, вот этот южный, и он сменится на северный. И поэтому дверь я должен теперь поставить в сторону юга. Пока у нас южный ветер был, вот там у нас юг, дверь стояла в северную часть. Ну, это от этого никуда не уйти. Вот. Тут никого нету, кроме нас. Поэтому мы ходим по-маленькому, естественно, где захотим, где вздумается. Вот поэтому самое главное на севере, конечно, это не кушать желтый лед, снег зеленый, вот этот желтый. И все будет тогда нормально. Григорьевич, не торопись раскидывать, у тебя до вечера много времени. Мне площадку-то надо сделать, чтобы... Я говорю, у нас до вечера еще очень много времени, поэтому не торопись. Плавно все делай. И она должна быть ровная площадка. Да, и там еще тот козырек срезать. Вот этот козырек весь надо срезать. Он вообще вот... Ну, он пухляк, конечно, но вот местами уже трамбануло. Ну его все равно срезать надо. Да, а я сейчас пойду изучу место, куда мы хотим переставить палатку. Там нужно буриться. Сегодня уже ровно, наверное, 25 дней, как я в ней живу, может быть больше. 27 дней. Ну, где-то так, в общем. Проживаю в этой палатке. В общем, нормально все. Вот, друзья, нашел хороший, твердый прям, как бетон, снег, который прессовался, так скажем, долгой нашей холодной зимой, ветреной, суровой зимой. И вот прям вот ровную, более ровную бы хотелось, конечно, поверхность найти, чтобы в палатке было комфортно стоять и нам комфортно сидеть. Но такого, к сожалению, нету. Единственное, вот это место есть. Вот. Думаю, притащить, поставить здесь. Кровать будет здесь, одна будет кровать. Так, как же там? Печка. Дверь здесь, получается, печка тут. Здесь стол. Здесь будет кровать моя. И там будет кровать. Ну, в принципе, да. В принципе, как-то так вот можно попробовать поставить. А будет немножко с уклоном, конечно, сюда. Здесь будет печка стоять, и она будет создавать уклон. И вся вода будет идти сюда. Скапливаться тут. Тоже не очень хорошо, да? Ну вот здесь вот стояла палатка. Перетащились туда. Ну ты ж вроде на Ине рыбачил, вообще на автобусе ездил, нет? Я на Ине приехал, палатку поставил, порыбачил. Ну вот, друзья, две доходяги кое-как перетащили эту палатку туда. Я это записывать не стал, конечно. Тут Григорьевич снег почистил. Вот. Потом дернули. Но она это, видите, вот печка стояла. Вот. Подтаяла. В принципе, на снегу-то нормально стоит все это. Просто сейчас там в палатке другая проблема у нас начинается. Там вот это вот все, все что стаяло с стен, оно в эту ванну, там сейчас все полы мокрые. Ну, думаю, это все вылетит. Вылетит, вечером затопим в баню. Как в бане, там в парилке сделаем. Да. Попаримся прям в ней. Да. И все.
Так, торжественную установку флага. Давай. База. Наша база. Объявляю нашу базу открытой, короче. Да. Новое место дислокации. Новое место. Так, знаешь как, чтобы дверь открыл и направление ветра было видно. Да. Вот так надо. Ну большие сунули, разгорелось, поддувало, закрыли. Она Сейчас тепло, сейчас мы сильно топить не будем. ну, и половине. Ну вот, друзья, приехали мы, забрали остатки дров. Что тут осталось-то? Там мало. Старого не забыли. На сутки. У старого камера замерзла. Да, у него камера такая, незащищенная. Обычная. Экшен. Соня, подожди, Соня камера очень крутая. замерзла Викусик. Замерзла Якутия, да. А там сколько у нас? Кому надо делать испытание камеру Якутии Sony, отправляйте Григорьевичу. Он их испытает. А что, минус 10 чего? Да. Вот, минус 10 замерзла. Она работала. Она часа 2 работала, а может батарейка скоро. Ну это стопудово батарейка села. Она не могла замерзнуть. Ну, конечно, это батарейка. Но она 2 часа снимала. Там как мы с тобой тащили, как я на карачке ползал там. Ну, как на карачках ползал, это самый лучший контент. Конденс. Когда снег чистил, он когда дрова таскал. И дрова таскал, она снимала, и этот таскал, она капает. Потом тащили, когда я упал на коленку. Понял? Ну вот, друзья, вот так вот мы и живем. Меня-то покажи. Меня покажи. Сигареты не показываем, все. А, убрал. Меня покажи. Привет, мужики. Я как барон. Все, поехали. Прокатим барона по нашим горкам. Друзья, ну вот мы переехали на новое место. С Григорьевичем, конечно, подустали. Ну так, не сильно, просто с непривычки. Минус 8 градусов всего, оделись тепло. Прям измокли полностью. Дрова перевезли, палатку переставили на новое место. Ну, в общем, приготавливаемся к последующим ветрам, северяку. И я вот сразу решил опустить на новое место, пока мы... Полы, как видите, очень мокрые. Да. Да. С полами. Да. Сегодня, сейчас я пойду немножко посидим, чайку попьем. Пойду поставлю баньку, вечером хочу попариться в баньке. Сегодня программа все. Камерой, телефоном этого я так и не занялся еще, Эрмека. Потому что темно, снег идет, дискомфорт. Я хочу, чтобы была солнечная погода, безветренная, чтобы спокойно там сесть, чтобы было все в камеру хорошо, четко видно. Ну, прорубь у меня там есть, я ее накрыл. В такие морозы я не думаю, что она сильно промерзла там. Вот, и поэтому... Пока... Дед батарейку утопил от видеокамеры. Видишь как? Смотри. И вот. Почему вот такой свет делается желтый, я не понял. Теплый. Ну, теплый. А потом еще вот, смотри, что. В точку можно. Понял? А можно вот так. Вот Маша как раз. Так, переехали на новое место. Сейчас я начинаю сразу проверять дно, прощупывать на наличие рыбы. Интересен сик.
Сейчас клюнет. Да, желательно бы хотелось бы, чтобы прям клюнул. Конечно же. Слышишь? Уже подзывает. Но рыба была, только что прям вот. Сейчас мы ее раскормим. Был бы, если бы это сик, Он больше. он бы остался. А некоторые, знаешь, за первую рыбку. За первую рыбку. Надо. На мотыля искусственного. Сейчас и я мотыля буду цеплять. Да ты представь, какая. Вот это меня убивает. Ты пришей сюда их. А где Зачем? он? А где у нас? Все, вот это меня убивает. Вон он под тобой, вот ты вытащи. А? Вот это меня убивает просто. Да ты... Блин, да ты аккуратнее, Григорьевич. А я не ожидал, что в ней сковородка. Успей там ничего. Стеклянка какая-то. Все дорого. Я не ожидал, что в ней... Это Сваровский. Так, а зачем ты сковородку в нее затолкал? Ну так посмотри, там же, там как чувствуется же, что тяжелое идет. Нет, слепой. О, прикрывай. Ну нафиг. Что, нормально. Сейчас сало с нас потекет. Тепло нам она. Мана. Амана. Тепло нам она. Ага. Так Так, а чё ж на мотыря-то будешь? У тебя нормальная жрачка там стоит. У меня просто замерзшая было, я лень было доставать там сало и там это туда-сюда. я сало все буду доставать. Я вот тут здесь на коробке что, кальмар был кусочек или мясо? Кальмар. Он у меня замерз. Не, если замерз, это херня. А вот если засох, это плохо. У меня засохший был. Тут у меня столько поклевок из-за засохшего кальмара сорвалось. Я вижу, он подходит, он пытается тух-тух-тух. А он не пробивается, он просто он засохший. и всё. Сейчас это меня запутал. Ага, все, слетело оно нафиг. А как я тут запутался-то? Ну все, давай стругаемся и все, и кушаем. Да. Так. Да. Все понял. Так естественно запутается, там просто все в кучу, просто. Это как вот история с воблерами. Да. Как же достали эти воблера! Это кто так? Да был у меня там один воблеродел. Ну, везде там в ноги, в этот, в одежде там везде воблера, короче, в ведре полное ведро воблеров. У тебя что ли? Да, это все в лодке, он ходит, у него там все цепляется где-то что-то. А, турист? Да был у меня когда-то один турист такой, да. А он на что ловил? Воблеродел. Ну, воблера на свои, ручная работа. Это ты про меня что ли? Не знаю, я не про тебя говорю, я просто говорю, был у меня воблеродел, который все везде цеплялся, у него там все просто как в кашу. Это когда я такое чудил? Было такое один раз. Ну вот, друзья, сейчас буду стругать рыбу, струганину вечернюю нашу. Так, подавай доску дай мне снизу, сюда подкладывай вниз. И, собственно, на новом месте мы едим рыбку, струганиночку и удачи. О, пошла струганинка.
Вот так она с таким шумом стругается. Вот видите, стружка пошла. Вот, смотрите, вот. Оп. Вот, я стругаю. Смотри как. Видишь? Ты куда? Сан Саныч. Убегает. Пускай бежит. Хочет бежать, пускай не бежит. Хоть пробивается, нет? Вчера были в бане. Вот это рыбалка, я понимаю. Да. Правда, я первый раз бурил лунки. Ну, нормально. Вначале нас срезаешь метр. Когда зачислился, потом метр-полтора свалишь. Зато чувство какое. Обалденное. Лучший день рождения. Вот так, мужики, надо отмечать день рождения. Приехал к Славе, вез он тебя в тундру на речку. Дрова колешь, рыбу ищешь, в палатке сидишь. Минуту отдыха. Бырпых. Благодать. Всем добра. За вас, кого со мной нету. Да, маленько подтопи. Ова! Вот и я дождался. Я его видел, кстати, даже, который к тебе подходил. О, хорош. На кальмара взял, да? Сало. Ой, ребят. Красота. Хорошая сорока. Хорошая сорога, просто сказка. Короче, кусочек сала и искусственный мотыль. Вот какую я забабахал. Красоту. О, ребят. Вот это сорога, я понимаю. А ты эту возил? Ты чё? Так леска я забыл же, она тоненькая, тонюсенькая. Рыба пипец здоровая идет. Да ну. Я серьезно говорю. А капец сопротивляется. Блин, да тут багорик нужен. Давай багра, там где-то багор лежал, по-моему, где-то там. А где его тут? А вон он, вон он, вон он. Давай, вытаскивай его.
Вот это да! Вот это поклевка звериная была. Да, вот сорога. Лесочка тоненькая, 0,120. Японская! Японская выдержала. А эти куда-то поехали. Это другой какой-то едет. А, друг его. Баков, да. Друг его. А рыба-то есть. Да. А кто-то говорил, не верил в нас. Где ваша рыба, говорил? Вот, пожалуйста. Ну вот, друзья, готовлю уху. Между делом сидим, разговариваем с Григорьевичем и Рыбачим. поставил, да, удочку, раз, смотрю, краем глаза он приподнял. Я еще сделал такую, чтобы полуспортивную такую снасть. Лесочку тоненькую поставил, прям вот навострил ее, так скажем. И бах, вот такой вот. Это его друг приехал. Чебак такой классный. Да, у нас тут рядом рыбаки рыбачат с Ивано-Франковска. Нет. А у Мишки были, но они на дронах. Все. Бригада этих Ну, этих. квадрокоптеров. Да, которые следят за боем и которые это Корректируют там всякое, да? корректируют, да. И сбрасывают, да? А у Мишки одни русские были. Ну, Мирона хоть он. Ух ты, ё! Чё? Подтяжка хорошая, прям, ух ты! Вот это сопротивление он мне дает. Да ты подожди, паря, не. А чё у меня не клюет? Ну, потому что у меня волшебная мормышка. Вау, так классно, смотри. Вау, да мне просто стравливаю. Ну, прям, это я тебя задел. Это мой закрутил, он прям в твою сторону пошел. А это не сорожка. Это уже подъязок, и он заглотил прям. Ить. И зачем так сделал? Зачем? Я тебя не трогаю, ты меня не вытащил. Нет. Слушай, ну это разве... Ну да, это маленький вообще подъездочек, по-моему, да? Это не подъязок даже. Это вообще какая-то странная рыба, Это елец или чебак. да? Ну, это вот настоящий чебак. Да. А чебак он наглый. Да, и он прям заглотил прям вот до самого вот небалы, короче. Так. Ну-ка посмотреть мои кишки. Не мои, а рыбьи кишки не пропали. Не сбил он их. И кишку, конечно, нет, не съел, смотри-ка. Да, это вот, кстати, вот настоящий чебак, ага. Да, чебак. Елец толстый. Серебряно. А... Ой. Что такое? Он такой мелкий, мелковатый. А, туда. Чебачок. Ну понятно. Не сорога, а чебак больше. Больше чебак. Нет, сорога, смотри-ка. Ну-ка. А, у тебя она блестит. Сейчас я буду чистить тогда свою. Я свою буду чистить, чтобы блестела. Это тоже вытащи. Ёпта, твою медь. Это не я. Да это я, это рыба дернула. У него поклевки блеские. Так она не маленькая. У меня с шейтью. О, хорошие подошли, он плавает по дну. А я обновил же просто. О, такой вот чебак у нас идет вечером. Такая вот хорошенькая сорожка. Эй, тихо. Да его. В Новосибирск поедешь. Да. Бабки Григорьевича. Крупняк. На жареху. Или мужикам ты это хочешь? Я и бабки, и мужиков угощу, скажу, вот,
Учитесь, не то что вы ловите. Ну вот. Скажешь, клевый рыбалка тоже помогал ловить. Нажми на камеру. С России. А? Себе насру в карман. Русскому ничего нет. Ух ты! Ух ты! Вот это, да ты кто? Подожди, парень, не. Так дело не пойдет. И че за Он хуй? прям дернулся, знаешь, вот прям вот, Ты видишь, че? как, Че за хуй? видишь, какой он шустрый. Он не хочет заходить в лунку-то. Надеюсь, что он влезет, ну как, леска его удержит. Там что за кабель зацепился, короче. Вот. Багорик слишком большеватый тоже. Чтобы немножко не под эту рыбу рассчитан. Я был маленький. Повар, а где ложки? Здесь у меня ну, маленький, небольшой такой. Но дергает как этот. Ну это чебак, это не сорожка. Нет, это сорожка обычно. На. Кто-то напал. Он постоял, я поднимать их цепанулся. Ну вот так постоял. Все, я стою, держу. Начал поднимать, и кто-то цепанулся. Чуть-чуть.